Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаляму аля сайидина ва набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ребята, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Продолжаем наши уроки. Подготовка к конкурсу по суре Аль-Фатиха, по открывающей книгу Аллаха Субханаху ва Тааля, об открывающей Коран. Аль-Фатиха. На предыдущих уроках мы говорили про аяты, где Всевышний говорит: «Ба'да аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи раббиль алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает нам про себя. То, что Он хвалим. Вся хвала воздается Ему. По справедливости вся хвала воздается Аллаху Субханаху ва Тааля за то, что Он дарует столько много нирма, за то, что потому что Аллах Субханаху ва Тааля достоин этой хвалы. Он единственный достоин всей этой хвалы. И потому что мы любим Аллаха Субханаху ва Тааля, потому что все должны возвеличивать Аллаха Субханаху ва Тааля. И Он Господь, Он владыка всего сущего. Раббиль алямин, Он Господь всех миров. Мы это узнаем про нашего Господа. И затем Всевышний говорит, сообщая то, что Он ар-Рахманир Рахим. Он милостивый, Он дает милость, Он дарует милость, свою милость всем своим творениям в дуне. Он столько дает нирматов. Мы, если начинаем это читать, мы никогда не закончим. Субханаллах. Даже те, которые не верят в Аллаха Субханаху ва Тааля, которые не подчиняются повелениям своего Господа, Аллах Субханаху ва Тааля даже им дает столько нирма. Это милость нашего Господа. И добрые отношения между людьми. То, что матери любят своих детей. Даже хищные животные, какой-нибудь лев, волк или другое, они любят своих детенышей, они воспитывают своих детенышей, и это тоже милость, которую даровал Аллах Субханаху ва Тааля, ар-Рахим, милующий, дарующий милость. И как объясняют муфассиры, второе имя Аллаха Субханаху ва Тааля относится уже к верующим рабам нашего Господа. В дунья все живут в милости Аллаха Субханаху ва Тааля, а уже в судный день милость 99 частей. Одна часть была в дунья, 99 Аллах Субханаху ва Тааля приготовил для своих верующих рабов в судный день. И также мы узнаем то, что наш Господь Малики Яумиддин, Он царь, Он владыка судного дня. Он владыка дня расчета. Мы узнаем то, что будем отвечать перед Аллахом Субханаху ва Тааля, как мы прожили эту жизнь, как мы следовали предписаниям нашего Господа. Делали ли мы то, что Он приказал, оставляли мы то, что Он запретил. И мы узнаем то, что наш Господь, Он одаривает великим благом. Он одаривает такими благами, о которых мы даже не можем подумать, которые не видел глаз, о которых никто не слышал, о которых никто даже не думал. И также мы узнаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он способен наказать так, как никто больше не может наказать. Наш Господь может наказать таким образом, как никто больше не может наказать. И когда мы узнаем это про Аллаха Субханаху ва Тааля, Он наш Господь. Он милостив, Он дарующий милость. Перед Ним мы будем отвечать в судный день, и больше ни перед кем отвечать не будем. В судный день Он Малик, Он единственный владыка, единственный царь в судный день, перед которым мы будем отвечать. И, ребята, следующий аят, он как будто сам должен слетать с языка. Когда человек думает про предыдущие аяты, когда размышляет про них, когда изучает эти аяты, что он скажет? Он скажет: «Ияка нарбуду». Ияка.
Тебе на'буду. Мы поклоняемся. Ияка на'буду. Тебе мы поклоняемся. Ва ияка наста'ин. И у тебя мы просим помощи. И не просто тебе мы поклоняемся, и у тебя мы просим помощи. Тебе мы поклоняемся будет на'будука. Тебе мы поклоняемся. Ну вот эта частица к, буква к, которая обозначает тебе, в суре Аль-Фатиха выведена вперед. Ияка. И это указывает то, что мы поклоняемся только тебе. Мы поклоняемся только тебе одному и больше никому не поклоняемся. Больше никому не поклоняемся. Только тебе одному поклоняемся. А что значит поклонение? Что значит поклонение? Поклонение, вот короткое определение. Есть короткое определение. Это все, что любит Аллах Субханаху ва Тааля. Все, что Аллах Субханаху ва Тааля любит в наших делах, в наших словах, в наших намерениях, это все есть поклонение. Это все есть поклонение. Все, чем наш Господь доволен, это есть поклонение. То, что мы делаем, и Аллах Субханаху ва Тааля этим доволен, это и есть поклонение. И у поклонения, конечно, есть условия. У поклонения есть условия. Какие условия? Их два условия. Первое, мы должны это совершать ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Только ради Аллаха. Возможно, кто-то делает благое дело, кто-то совершает благое дело, на него смотрят люди и думают, что вот он, как хорошо он поступает, как хорошо он поступает, людям это нравится. Но оказывается, он это делает не ради Аллаха. Оказывается, он это делает не ради Аллаха. Он это делает, чтобы его люди похвалили. Он это делает, чтобы люди его любили. И это не будет поклонением. Это не будет поклонением. Это не будет поклонением. И как доказательство, как явный такой страшный пример, можно привести историю, которая произойдет в судный день. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что первыми, кто послужит растопкой для огня ада, будут 3 человека. 3. Кто эти 3? Когда Абу Хурайра, радийаллаху анху, рассказывал этот хадис, говорится то, что он падал без сознания. Настолько это страшный хадис. Ученый Хафиз, богатый, который очень много раздавал пожертвования, очень много жертвовал, очень много давал садака. И воин на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, который погиб, и про него говорили, что он шахид. И когда Аллах Субханаху ва Тааля у них будет спрашивать, что ты делал? Я тебе дал одному богатство, второму знание, третьему дал силу, могущество. Что вы с ними сделали? Один скажет, я читал твою книгу ради тебя. Один скажет, я обучал людей ради тебя. Другой скажет, я давал садака ради тебя. Третий скажет, я пожертвовал своим имуществом, своей жизнью ради тебя, чтобы сохранить твою религию. Но им будет отвечено, ты лжешь, ты лжешь. Ты это делал, чтобы люди про тебя говорили, какой ты знающий. Чтобы люди про тебя говорили, какой ты щедрый. Чтобы люди про тебя говорили, какой ты храбрый. То есть оказалось, то, что они делали это ради кого? Ради людей. И кто совершает поклонение ради людей, то они должны искать награду у людей. Кто совершает поклонение ради людей, то пусть люди их награждают. Аллах Субханаху ва Тааля не награждает за что-либо, если это делается не ради Него. Если в этом нет никакой искренности, получается, поклонение должно быть ради Аллаха Субханаху ва Тааля. И поклонение, например, намаз, ураза или садака, который мы даем, должно быть только ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Не должно быть там, чтобы мы старались ради людей или из-за людей, или потому, что люди на нас смотрят, или чтобы люди о нас что-то хорошее думали. Нет. Мы должны стараться ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Знаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля нас видит. Знаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля знает то, что мы делаем. И Аллах Субханаху ва Тааля знает то, что мы думаем.
Аллах Субханаху ва Тааля знает наши намерения, знает, ради чего мы это делаем и почему мы это делаем. Это первое условие. Какое? Искренность. Искренность, чтобы поклонение было ради Аллаха, ради Его довольства. А второе, чтобы поклонение совершалось так, как этому обучил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Откуда мы знаем то, что ведет к довольству нашего Господа, а что ведет к гневу нашего Господа? Откуда мы знаем? Аллах Субханаху ва Тааля, наш Господь, Он сам этому научил. Как научил? Он отправил своего посланника, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который для нас, его жизнь, его поведение, для нас самый наилучший пример. Самый наилучший пример для подражания для каждого человека. Жизнь, поступки, слова, дела посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также Всевышний ниспослал нам Писание, этот благородный Коран, и объяснил там, что дозволено, что запретно, что ведет к довольству нашего Господа, а что ведет к гневу, к наказанию. Аллах Субханаху ва Тааля нам это все объяснил. Через кого? Через человека, которого звали Мухаммад ибн Абдуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Два условия есть у поклонения. Это искренность, это чтобы было ради Аллаха, чтобы было правильное намерение. И второе, чтобы это было по примеру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Никто не может придумать новое поклонение. Например, никто не может сказать: я буду каждое утро брать и бить себя плеткой по рукам, и это будет ради Аллаха. Даже если он это будет делать ради Аллаха, это не будет поклонением. Напротив, Аллах Субханаху ва Тааля за это запишет грех, потому что он придумывает религию, он совершает великий грех. И продолжим, иншаллах, изучать этот аят на следующем нашем уроке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.